Гомелі почався мітинг, присвячений Міжнародному дню працівник. Як ви бачите, багато людей стоїть, більшість людей, я би сказала, стоїть. Большасць людзей стаіць зараз за агароджай, таму што вельмі пільны нагляд за людзьмі. Вельмі пільны агляд рэчаў, людзей абмацваюць, і проста такое адчуванне складваецца, што проста спрабуюць зацягнуць час, каб людзі не трапілі на гэты мітынг і не смаглі пацвяткаваць 1 мая. І не прапусцілі Александра Продзьку з газетай «Новы час», хаця газета «Новы час» афіцыйная газета, выходзіць афіцыйна, зарэгістравана ў Міністерства інфармацыі, і не прапусцілі Наталію Шчукіну за сцягам аб'яднаных грамадзянскай партыі. І зараз, вы бачылі, як да Мікола Бянько, сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў, таксама падыходзіў прэс-сакратар. Повышение коммунальных платежей, замораживание заработной платы, стипендий, пенсий и так далее. Адбываецца відавочна, што адбываецца ціск. Відавочна, што адбываецца ціск на журналістаў, і вось прадстаўнік прэс-службы уже падыходзіў да нашага калегі Мікола Бянько і папярэджваў пра недапушчальнасць парушэння артыкула 22.9 незаконны збор прадукцыі, незаконны выраб прадукцыі СМИ. Вот, хотимте. Невозможно благодаря этим протестам. Мы с вами здесь сегодня собрались, пускай не совсем удобных для всех условиях, но тем не менее... Так, мы зараз знаходимся на площади ДК Глухих, так званая. Тут традиційно гарвыканкам. Это место вызначено как место проведения массовых мероприемств, и заявнику, одному из активистов партии «Зеленых» Юрий Глушаков подавал индивидуально от себя заявку. Заявка была ухвалена, и на этом месте зараз отбывается санкционованное мероприемство. И мы бачим, что такие приймаються меры безпеки, что просто такое адчуванне, что это не мітинг санкцыянаваны, а не ведаю, полет у Лос-Анджелес и догляд перед самолетом. Вось. Хочу нагадать, что учора был затрыманы наш коллега Евген Меркіс, и хутчэй за ўсё ён зараз змешчаны ў ІЧУ, и завтра яго будуць судзіць. Відавочна за тое, што збіраўся сёння працаваць на гэтай акцыі, асвятляць яе. І таксама ёсць інфармацыя, што сёння быў затрыманы актывіст Віктор Рубцоў і Андрей Макараў пры выхадзе з дому. Вось. І вы бачыце, што зноў-такі вельмі марудна адбываецца гэты агляд людзей, і таму проста людзі, насамрэч, я думаю, што большасць людзей толькі напрыканцы мітынга здолелі патрапіць реально на гэта мерапрыемства, таму што наўмысна вельмі павольна людзей аглядаюць і чапляюцца там да кожнай драбязы. Я думаю, што варта паслухаць, што кажа Юрий Глушаков. Требования об освобождении всех незаконно задержанных в связи с сегодняшним митингом и в связи со всеми акциями протеста против декрета номер 3. Это первое. А второе, я хочу напомнить, что сегодня день международной солидарности трудящихся. И к нам накануне митинга поступила просьба от международных профсоюзов принять резолюцию в защиту рабочих далекой от нас Индии, где все еще намного хуже, чем у нас, где 13 активистов профсоюзного движения приговорили к смертной казни. Не к суткам, не к штрафам, а к смертной казни по фальсифицированному обвинению офицера полиции. Я хочу напомнить историю праздника 1 мая. Его отмечают уже 130 лет. Вітаю со святом. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогоднішній мітинг? Він такий отримався невеличкий, тому що людей запужали з одного боку, а з другого боку справедливий світ не ухваляв об'єднання всіх демократів. Наоборот казав, ви там з флагами не приходьте, ви там ще щось не приходьте. Тому так і отрималося. Треба об'єднуватися. Ніколай, чого ви не заходите на мітинг? Ось того і не заходжу, що вони приватизували.
якби приватизувати збираються. Пока мы едины, мы непобедимы. Ну от ви зараз виступив Юрій Глушаков і активіст партії «Справедливий світ», активіст партії «Зелених» і закликав до единства. Ну ви чули, так? Пока ми одні, ми не победимы. А зараз вот это марудний огляд людей все ще... От зараз Анатолія Поплавного, правооборонцю, оглядають. Ну, вельми, бачите, людей розпранають. Ну, короче, це навмисно, каб яны реально не потрапили. Тому людям вот доводится за огороджею стоять и удельничать. Сегодня всем, Ну, хоть так. что не такой сегодня праздник, День труда, а День солидарности рабочих. Скажи, ласка, чего вы не заходите? Сегодня мы как столь... Пока не вижу смысла заходить. Не вижу, что справедливый мир, что надо решать. Главная задача сейчас у нас, для всех людей, белорусов, это власть эту уничтожать. Именно как власть. Не народ, а власть. Их просто нужно отправлять совсем в другие места. Ну, как скажем, они сейчас, гонять, ладно. как сегодня они отправляют других, в том числе и меня не признают, например. Я человек, я белорус, здесь рожден, семья моя, но меня власть не признает. Обращался во все возможные у нас. Вибачайте, у нас немає можливості зараз вислухати вашу історію, так? Ні, Я думаю, я це не варто про себе зробити говорю. особливо, так? Дякую за ваше міркування. Ну, просто в ефірі телеканалу «Белса». А чого ви не проходите? Я на работе. На праці? Да, да. А я ви здесь чого не работаю. проходите? Не похож на скотину загониш. Ага, ну, не веду, чи почули наші телеглядачі. Господар сказав, що він не подобний на бидло, аби сі у загон. Дякую вам за ваше міркування. Рабочих за 3 копейки и даже меньше. Мало этого, на многих предприятиях города людей заставляют писать заявление за свой счет и в это время заставляют работать. В противном случае за ворота. Это все позволяет делать контрактная система и декрет номер 3. Вот поэтому люди вышли на улицу и требуют их отмены. К сожалению, не профсоюзы, которые обязаны возглавить эту борьбу против несправедливости, не наши законодатели, которых мы повыбирали в Верховный законодательный орган, против этого мер никаких не принимают. Многие могут сказать, что все это напрасно. Все эти выходы на улицу. Но это не напрасно. Посмотрите, какой резонанс приобрели наши выходы на улицу. Все-таки декрет заморожен. А если будет продолжать бороться за свои права, я думаю, что его и отменят. Еще раз пожелаю всем доброго здоровья, счастья и успехов. Спасибо. Следующим будет выступать Владимир Евгеньевич Пашук, подкомитет Белорусского социального движения «Вместе» разом. Уважаемые товарищи, я хочу напомнить тем, кто, может быть, не знает, рассказать об истории празднования Международного дня солидарности трудящихся 1 мая. В XIX веке, в середине XIX века, по инициативе революционеров, вождей рабочих Европы, был создан первый интернационал в 1864 году. Основателями первого интернационала, вождями его, были русский по происхождению революционер Михаил Бакунин, французский экономист Пьер Прудон, немецкие революционеры, основоположники научного коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Первый интернационал призывал всех рабочих объединяться под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Благодаря деятельности первого интернационала, который в те времена еще был призраком коммунизма,
который уже бродил и по Европе, и по Америке, и по России, и по Азии. Стали создаваться профсоюзы, центры социалистического движения, центры движения против всякой власти, движения анархистов. В 1886 году профсоюзные деятели, рабочие, анархосиндикалисты призвали в городе Чикаго, Соединенные Штаты Америки, один из крупнейших городов Соединенных Штатов, объявить всеобщую забастовку за 8-часовой рабочий день и провести митинг, который был назначен на главной площади города Чикаго Хай-Маркет. К сожалению, во время этого митинга провокатор бросил бомбу, а организаторов митинга, их было 8 человек, приговорили судом большую часть к смертной казни. Кто были организаторы? Одним из организаторов, главным организатором, можно сказать, был рабочий, наборщик немецкого происхождения. Кстати, почти все они были немцы по происхождению. Альберт Парсон. Альберт Парсон был наборщиком в типографии, которая выпускала независимую прессу. И считался наиболее квалифицированным работником. Он совершенствовал владел английским, немецким языками, участник гражданской войны Соединенных Штатов Америки. Был женат на индианке из племени ацтеков. Ми зараз запитуємося, чому люди тут стоять. Подарення сказала, що вона боїться за свою банку тунца. Не хочу, щоб мене трогали руками. Але лічить, що, я вже розмовляла, лічить, що свято вельми актуальне зараз і треба працювати. Великий праздник. Вот. Мы не рабы, рабы не мы. Так было написано в тетрадках еще во времена Надежды Константиновны Крупской, когда ликвидировали безграмотность и когда детей учили писать. Первое предложение. Мы не рабы, рабы не мы. И оно актуально и сейчас. Вот. Ага, Поэтому... скажіть, будь ласка, ви чого сьогодні, як ви лічите, свято актуальне сьогодні? Интересно. От свято Міжнародна солідарність працовних. Актуальне свято? Вот это я не знаю. Вы знаете, сложный вопрос. Чого так мало людей прийшло? 1 мая, звичайно, виходили на толпи. Чого? Ну, во-первых, воспитали рабами и склонность к халяве. Скажите, выховали? Нет, ну, в смысле, один с ложкой, 7 с ложкой. Другие пусть борются, а мы потом пожнем плоды. А мы Это так всегда было. поглядим збоку, так? Да, это такие люди. Да. Ага. Ну, дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, чого ви знаходитеся за огорожею і не пройшли на мітинг? Я шел за хлебом, мне митинги не интересны. Але зараз тут стоїте? А? Але зараз тут стоїте? Ну, я вот шел мимо, думаю, что... Я думал, концерт идет. Кстати, а концерт будет какой-нибудь? Не ведаю. Все наше життя концерт. Весело. А вы не со свободы случайно? Ні. Скажіть, будь ласка, чого ви за огорожею? Хотелось бы узнать, к какому виду оружия газета приравнена. Не пускают с газетой, хотя она официально разрешена. Что за газета, покажите? Тут две. И новый час. Она официально разрешена, уже это сказали, но почему-то вот, наверное, огнестрельное оружие читают. То есть вы просто спробовали с газетой зайти и Не вас один, не я пустили? всех не пускаю с газетой. Менавіта з газетой. Да. Она приравнивает. С якою Не знаю, мотивировкой? вы положите газету и приходите. Зрозуміло. Дівчата, чого ви, пробачте, що я вас затягую вам, чого ви стоїте за огорожею? Со святом вас. И вас так, и вас так само. Чого ви за огорожею? Ну, а что, тут плохо наблюдать, что ли? Все прекрасно слышно и видно. Як лічиться, свято актуальне, от міжнародна солідарність працовних? Мы сейчас вспоминаем, ходили на демонстрацию, улыбки, счастье, радость, ура кричали. Все, было так хорошо. А тепер? Ну, теперь, теперь куда мы идем? Вот пришли посмотреть, что тут и как. Ну, от міжнародна солідарність працовних. Як зараз у нас на Білорусі з правами працовних? Як ви? Вы у нас Оборонені спрашиваете? прави? Ні? Давно на пенсії, так? Ну, конечно. А як ваші діти, як лічиться? Оборонені прави працовних у нас? Працовні наогул оборонені?
Тяжко коментувати. Ну, дякую, дороженькі, за свято. Скажіть, будь ласка, ви чого не проходите? Слишком унизительно для мужчины этот шмон выпуск в тюрьме. Поэтому я нахожусь за ограждением. А от як ви лічите, прави працовних оборонено у Білорусі? Як оцінюєте? Да нет, не оборонены. Працовные рабы у нас сейчас таким становищем находятся. У чим це рабство? От я бачу, дякую, я бачу сустершиню партії Давайте зараз поглянемо. Віталій, скажи, будь ласка, Віталій, скажи, будь ласка, не пропускаєте, що? Ні, зараз ми просто змінимо. Зараз спробуємо. Старшиня партії БХД Віталій Ромашевський завітав на мітинг. Ну, як бачно, вони опускають з мегафоном, наскільки я розумію, так? А хто вас старший? Проблема наша, общая, всех. Парадоксальная ситуация означает, Виталий, что на митинг не пускают с мегафона. Есть братья, сестры, Черно-белый наш коллеги, национальный. А чому нет? А чому нельзя? А чому нельзя пил черно-белый? Нет, стрелка может. А ведь между тем это наши пропускают только коммунистичные сцены. Дело состоит в том, что и так большинство студентов на данный момент обучаются на платной основе. Это достаточно большие семьи суммы за оплату обучения каждый год. В то время как полноценные тарифы вводятся антисоциальные, законы, такие как декрет о тунеядцах. Также во многих вузах на данный момент Зверніть увагу, коли ласка, ось на той час сірком і молотом. Ще не посеріблюється. Ну, і ви бачили, да, що старшиню партії БХД Віталія Ромашевського не пускає со стягом, і він спробує його розвернути. Проблем немало. Проблема у стягу, проблема... Віталій, в чому проблема? Ось стяг не пропускають. Чому? Тлумач. Чому з стягом я не можу пройти на дозволене мероприятие? Я черно-белый, наш национальный белорусский стяг. Две Беларусь. Так а покажите, потлумачьте, чому ні. Скажите, а чего вы не пускаете? Ну, ведаете, мы пришли с державным стягом Республики Беларусь, который был державный несколько год у нашей краине. Вот милицианты, которые присягали под этим стягом. Под этим стягом Александр Лукашенко принял присягу как президент Республики Беларусь. И сегодня меня не пускают на митинг. Я прошу звернуть увагу на дозволенный митинг с нашим национальным стягом. Ну просто ганьба, это смешно. Это смешно. А чему? Не дают тлумачення. А як ви лічите? Яке ваше тлумачення? Я думаю, что в принципе тут дадзений загад закручивать гайки. Нас сегодня затримливали ДАИ по дороге 6 разов. А прошлый раз нас затримали 500 метров отсюда. Я в ogóle здивлений, что нам дали сюда дойти. Поглядите, коли ласка, люди ось демонструемся, как они ставятся до таких дозволов. Да? Все люди стоят за рамкой, и никто не хочет идти на вот эту собачник, который тут сегодня огородили. Тому я приехал, как сегодня поразмовляю с людьми. Я вот дякую всем тем, кто сегодня вышел, не глядячи, что людей мало. Але тим не менше, семя прорости і дасть великий плод, великий плен. Треба, щоб у нас були організовані структури, і я сподіваюся, що сьогодні многі долучаться до християнських демократів. Давай так, это был Виталий Ромашевский со своей полымяной промовой. Я думаю, что мы можем еще размовлять с людьми. Чого ви не проходите, скажите, Халки, чего вы не проходите за огород? Очень длительный обыск. Что? Обыск большой. Обшук? Обыск. Но вас не пустили, ці ви навіть не спробували? Я не спробував. Не спробували. Як ви оцінюєте, оборонені працовні у Білорусі? Ні. Не оборонені? Чому? Это у нас не спросить. Улады. Ні, у тим сенсі, у чим ви бачите необороненість білоруських працовних? А в чому оборонена? Ну, соцпакет отримлюють, пенсії, Какой? больничные, там, все есть. Питаете? Такого нема. Не будет. Дякую.
Дівчата, чого ви не проходите на мітинг? Бачила вас з того боку. Нам тут слышно все. Не хочу, это не надо, нет. Не хочу. Я на всех митингах была. Не хочу. У чим зневага ви лічите? У чим зневага? В чому уніження? Як лічите? Унижение, ну что это? Вы пришли на митинг, посвященный Дню трудящихся. И вот так вот людей должны шмонать. Ніяк це ваша така принципова позиція, раз ви мене шманаєте, так я туди не пойду, так? А як оцінюєте? Ви працюєте ще? Як оцінюєте оборонені білоруські працівники? Ступінь обороненості? Совершенно. Чим ви бачите необороненість? Да, я вижу, и как начальство себя ведет, и несправедливость начинает, зарплаты остаются, работа добавляется, к людям относятся как к рабам. Підтримується свято актуальне, так? Да, актуально. Що працівники в такій ситуації повинні робити, як лічите, як бронити? Я считаю, что люди должны защищать свои права, а наши многие люди боятся этого делать. Ну, я не боюсь. Буду ходить, буду участвовать, буду всеми силами. У меня ребенок растет, я хочу ей нормального будущего, а не такого. Дякую, дорогенька, дякую. А я так, за такого вот руководителя, которым был Машеров. Вот это я помню. Вот такой руководитель наш. Это единожды. Чули, що про вас кажуть? Що кажуть? Кажуть, не наша міліція, люди кажуть. Я думаю, я їх підтримую 100%. Віталій, як отрималося, що тебе пустили? А ось Як вірував стягом? стяг ось залишився там. Стяг у Вольги. Я їм не ахвярую Ніколі, а Лену Вольги Ковальковой. Пойду, скажу что-нибудь. И сейчас этот проект, можно сказать, тоже заморожен. Сейчас идет реконструкция проспекта Космонавтов, которую тоже люди эту тему обсуждают за ненадобностью. Расширять и без того широкую улицу. А мы все спрашиваем, куда деваются наши деньги. Вот куда не деваются наши деньги. Работать на перспективу, это значит сделать так, чтобы то, что не должно было случиться, не случилось. Здесь на данном мероприятии присутствует Александр Гек, который живет на улице Володарской. И благодаря тому, что эта улица пересекается с улицей Пушкина, он в одиночку собрал 1500 подписей жителей улицы Пушкина против ее расширения. Даже от того, что эта якобы информация прошла на уровне слухов. То есть городские власти написали, что у них даже не было таких планов по расширению улицы Пушкина. Хорошо, замечательно, пусть не было, но человек проявил активность, и мы имеем результат, закрепленный на бумаге. Сейчас. Весной 2018 года в стране будут проходить местные выборы. Все вы знаете, что выборы в нашей стране не значат ничего, и не решают ничего. Местные выборы... Скажите, пожалуйста, як оцениваете? Вот вы один из заявников митинга, так? Но мы входим в митинг, в принципе, организовывает демократические силы Гомельщины, а по поручению демократических сил Гомельщины... Давайте я ще обідім, бо дуже гучно. Возможно, будет продление полномочий парламента. Господин Владимир, як ви оцінюєте ось, на організацію мітингу? Организацию митинга, я хочу сказать, что власти, хотя они и разрешили проведение митинга, но сделали все для того, чтобы он не состоялся, но тем не менее он идет, проходит. Вот то, что вы наблюдаете, эти кордоны, эти пропуска, прощупывание по всем этим самым параметрам человека, вот, делает свое дело, и часть людей стоят на территории площадки, отведенной для проведения митинга. Значит, кроме этого, нам не удалось ни одного нашего транспаранта «Справедливого мира» довести до людей. Вот они, 10 штучек транспарантов. Что с транспарантами? 10 штучек транспарантов лежат в машине. А хочете, коли ласка, у вас есть можливість у простому ефірі телеканалу Белсата Гучина? «Справедливый мир» выступает против декрета номер 3. Так. «Справедливый мир» против коррупции. «Справедливый мир» против платной медицины. «Справедливый мир» за власть советов.
у нас сейчас президентская республика, мы на уровне партии считаем, что в принципе необходимо переходить к парламентской республике и советам. Вот. Ну, и там... Чим мотивували, що нельзя транспаранти? Що казали міліціянти? Вы знаете, ничего толкового они сказать не могли. Просто вот нам сказали власть не пускать. Вы не пускаете. Транспарантами не пускать? Да. Чому ви лічите, що яни не пустили? Закон о политических партиях не предусматривает такой нормы, как запрещение на митинги плакатов і транспарантів. Дякую, дороженькі, дякую. Зараз буде виступати зустріч партії БХД Віталій Ромашевський. Живе незалежний, вольний, смілий, гомель! По-перше, я хочу подякувати усім тим, хто сьогодні, у день 1 травня, Міжнародний день праці, зібрався тут. Город Гомель показав, що люди тут не задоволені тим, що відбувається. Не глядячи на те, що влади пішли сьогодні на заступки. Декрет номер 3 вони відмінили. У тим ліку, дякуючи тим людям, які в городі Гомелі виходили на масові демонстрації. Про це сказали влади на всіх узровнях. Працовним людям, які з тяжкістю, з потом здобувають свій хліб, хоча б трошки стало дихати легче. Сьогодні на мітингу дали місце на самому Воршеві. Але тут зібрались, правда ж, люди, гомельчуки, годні люди нашого міста. Свято державне, я думаю, воно заслуговує того, щоб святкувати його на центральних площах. Шановні громадяни, я хочу вам сказати одно. Сьогодні ми святкуємо працовне свято. Некалі працовне МАЗа, працовне МТЗ, працовне велозавода боялись виходити на мітинги, тому що вони думали, ми втратимо працю. Завтра у нас будуть мізерні заробки. І вони не виходили, і що? Велозавода більше немає. Тракторного завода скорочення. Всі білоруські гіганти, всі підприємства, де люди боялися брати відказність в свої руки, і вони, по сутності, сьогодні знищені. І нам з вами треба зрозуміти, що оборонити один одного, відстояти наші і соціальні, і працовні, і громадянські, і політичні прави ми можемо тільки, коли ми об'єднуємося разом в організовані структури. Тоді вони не зможуть супротивоставити нам ніякі провокації. Тому я закликаю всіх, хто сьогодні тут є, скільки б вас не було. Долучайтеся до політичних партій, громадських об'єднань. Коли вас не задовольняють те, що існують, засновуйте свої. Тільки як організована сила ми з вами зможемо супротивстояти корупції, правовому безчинству і галечі, яка йде на Білорусь. Скажем тим чиновникам, які не дозволяють зібратися людям на центральних площах їх городов, тим, хто затримує людей по дорозі. От ми сьогодні сюди їхали, даїшники, було таке враження, що вони проходять ще кастинг, відбор вот на, я не ведаю, у театральный институт. Все казали, что не ведают, что митинг 6 разов нас спиняли, а в прошлый раз за 500 метров до сюда. Скажем этим людям: ганьба! 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 Скажем сегодня: руки прочь от Филипповича! Руки прочь! Руки прочь! Руки прочь! Скажем всем, что мы сегодня, не глядячи на то, что идет с БТС телеэкрану, не глядячи на вот это день милиции, а они будут с такими, пока у их заробят по $500, а будет как у пенсионеров по 200. Вот не будут они так стоять и не пропускать черно-белые стяги. Скажем, что мы на супераким не боимся! Не боимся! Не боимся! Не боимся! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую і сподіваюся, до зустріч з вами і у шерегах білоруської християнської демократи, і на дозволених мітингах, і на зустрічах інших, які переконані примусять цю владу прислуховуватися до простих громадян Республіки Білорусь. Спасибо, Виталию. Как найти правую Беларусь живет, но, как говорят многие мои знакомые, все хуже и хуже. Зараз, напевно, буде виступати одна із вельми шановних
прамоўца Быстренкова, не памятаю імя ўжо. Яна вельмі паламяны прамоўца і вельмі цікава прамаўляе і вельмі такія глыбокія ў яе прамовы. Мать воина-интернационалиста, который скончался в Гомеле уже после войны. И вот его мать хочет поделиться с вами своими. Пожалуйста. Я к вам хочу обратиться к гражданам нашего Гомеля. Я живу у гомельчанка, считайте, с 58-го года в Гомеле. Испытала все трудности работы. Одна воспитала сына. И власти советские шли мне когда-то навстречу. Когда пришла лукашенская демократия, мое все было уничтожено. 24 года он у власти, 24 года слез. Посоздавали БРСМ, организации. Организации это ничем не занимаются, на бумаге только занимаются. Народ горуя. Старикам уже жить нечего. Цены растут, а грибы в лесу у дождливое время. Жители бедные, в семьях есть и нету. Родители содержат старики семью, чтобы прожила как. Гонение на журналистов, если правду описывают. Прочь Лукашенко, руки грязные свои от журналистов. Я призываю весь народ, вон руки, никаких политвязней, посади туда своих сынов разъеденных, которые ничего для народа не сделали. Вот что. И я обращаюсь к матерям. Зачем нам армия, если у меня сына взяли здорового, отправили, сделали инвалидом и отправили на тот свет при Лукашенке? Какое мне было отношение? Я думала, что он человек, он из сельской местности, будет защищать народ. На народ он плевал, разъезжается, целуется. Просто противно уже смотреть, как президент ведет себя просто. Не могу сказать. Матери, подумайте, стоит в армии отдавать внуков или детей? Я была теперь 20 внуков, я ни одного не отдала никогда у нашу армию. Зачем нам столько милиции дармоедов? Людям, если не хватает, они бездельники, стоять бабок щупают, позор для страны. Вот что. Чтобы 83 года мне просить убежище в Польшу, у стране, которую я уважаю. Мои сестры работали в Гродненской области, в детском доме. Я жила рядом, приезжала отпуска и с поляками. Очень хорошие, душевные люди. До чего мы допустили, страну допустили. Можно было Лукашенко избирать на столько годов. 2 года, и пускай иди пересушиваться. А вы дали ему, и он прыгает, сколько такой он хороший. Что он мне сделал? Сына нету, вот 8-го будет 18 лет. Я перебиваюсь с куска хлеба на хлеб, потому что надо куплять импортные лекарства, которые не отпускаются. Годы поснимал, чеки имущества дал, уклады пропали. Какой он президент, и стучит по грудях, что он для народа, он вредитель для народа. Вот. И просим, пожалуйста, народ, обратите внимание, ваши дети, у вас внуки, ваше будущее у яме, у черной. Скидайте мусор из себе. Который пришел к власти. Зараз казала про те, що, ну ви чули, що я сказала, про те, що народ у Галичі знаходиться, що пенсіонери перебиваються з хліба на воду. Нельзя на прием записаться. Ну, ви бачите, що люди так і залишилися за огороджею, розмовляють з Віталієм Ромашевським, може варто не приезжайте уже на кризис. И хочу, чтобы будьте повнимательны, чтобы людей забросили. Ви на простому ефірі телеканалу Белсат розкажете, як праві працовних оборонені у нас, розкажіть. Працовні? Працовні. Як ви оцінюєте? От оборонені працовні? Негативно оцінюю. У нас прави вугілля ніяк не оборонено. Чим ваша необороненість? Чим ви бачите свою необороненість? Перед ким?
необороненность перед владой, перед чиновниками, ну, перед усими, начальниками и так далее и тому подобное. Потому что, я сказать, чиновничий беспредел, потом ментовский и так далее. Мы уволили тут бесправно, мы никто. Потому що мені, ну як... Скажіть, чому тут немає працівних? Тут більшість все ж таки пенсіонерам не подається. Працівних мало, тому що, видать, може, всі на дачах. В Уголі многі лічать, що тим, що вони вийдуть, може нічого не допоможе. Ну так, якби... Не вірять у свої сили, так? Так, ну так. Але ви прийшли, так? Чому ви лічите, треба виходити на такі мероприємства? Ну, я думаю, що треба виходити усім. Я лічу, що таким чином можна щось змінити. Коли вийдуть усі, коли ніхто не буде сидіти там по хатах, а вийдуть усі від малого до великого, то есть... І що скажуть? Ну, сказати, ну, як сказати, луку на муку, поміняти владу, нам такий президент не потрібний. То, що тут Глушаков сказав, що там що-то плюв, там якийсь народний валютний фонд, ну, в Уголі виновний Лука і його влада. Дякую за ваше міркування. Дякую, дороженькі. От Віталій Ромашевський розмовляє. О страховании детей, которого мы страховали в 85-м году. Это уже... Внучка была моя, Это... родная. На 2500. Представляете, сумма какая-то была? 17 лет выплачивала государство. И все, без процентов. Все, я не получила ни копейки. Как подготовите вопросы? Подписи за отмену декрета номер 3. Ну мы так само запрашаем людей, что у нас будет тут декрет. За отмену декрета номер 3 кто желает? Не сегодня, это будет про 2 тижня. Челябинск, Гомель, мы будем с вами. Спасибо вам, что Да. Ставьте свои контакты. Вот правда, я вам честно скажу, вот меня, например, ничто так не вдохновляет, как вы. Если вы не пришли, вот я в глаза вам не посмотрел, невозможно. Что вам сказать? Чуть-чуть, потому что наш возраст уже позвонил, чтобы больше как больше У нас девушка-юрист, она даже в ВХД, да, когда-то даже в исполкоме в Минске работала, она все законопроекты со всеми министрами уже. Будем ваши здравоохранения, вот мы, ну, как бы, для христианских демократов, здравоохранение, но вы поймите, что у нас механизм один. Если люди, как вот по декрету, надавят, не обязательно там на месте. А что, пенсионные вопросы не давят еще? Я считаю, что нас давят, а их нет. У власти нет проблем. Я имею в виду, что люди должны поддержать. Анатолий. Виталий. День добрий. Ну, просто в ефірі телеканалу «Досад». Тут вельми мало молодих людей. Як лічите, чому? Ну, во-первых... У молодежи нема проблем с процессом? Не, молодежи есть, во-первых, все боятся, а во-вторых, день такой попался, грубо говоря, дачный. А чего боятся? Что молодежи за бульбу садят, или что? Ну, они садят, получается, боятся потерять работу в таком молодом возрасте. А наогул працевлаштуватися молодежям, як ви оцінюєте шанси? От працевлаштування. Налоговой системы? Не, працевлаштування. Як молодому человеку легко, тяжко влаштуватися на працу? Если мне было бы родители, которые помогали, было бы вообще сложно. А так в наше время... Ну, коли есть батьки, то можно прорвать. Сейчас большинство все устраиваются по блату, еще же нет такого, что можно спокойно найти работу. А, нема блата, нема праці, так? Конечно. Все тяжелее становится. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ситуацію з правами працівних у Білорусі? Дико. Древно, безобразно. И не только працовных. Вы поглядите, як яны до себе ставяться. Хто? Сором, коли глядиш телебачення білоруське, і глядиш, як вони там виступають на тих їх суколках. Не ведаю даже, як назвати. Він же їх усіх ображає, а вони сидять ось там. Ну, не будем шкодовать чиновников. Давайте поразмовляем про працовных. Нам что чиновников шкодовать? Они там посидят, побоятся криху, а потом на нас одаруться. Так что надо про нас сказать? Ага. Ну, чим проявляється ось, ну, ви лічите, що, як ви оцінюєте все-таки, оборонені прави? Ніяк не оборонені, нуль. Ви працюєте? Ні, я вже пенсіонер. Діти працюють? А, працюють. Мы живем обособленно от своего государства. Мы выживаем самостоятельно, они выживают без нас самостоятельно. Да. Вот мы поделены на две супруги. Государство себе, а мы себе. Возьмите переласки, покидайте контакты, запросим вас на встречу. Добре.
День добрый. Можно запытаться? Вы на упростом эфире телеканала «Белсад». Ну, так давайте размовляем. Вы Хамельчук? А можно с вами працювати? Ви ж не здимаєте? Юра, колись були керівник партії БХД по Гомельській області, тепер комітету по створенню партії БХД. Юрій, як оцінюєш цей мітинг? Юрій Климович. Ну, я оцениваю, что с нашей ступени он приходит формально. Тут сам формат, який зададений владами по великим рахунку. То есть не мы выбираем формат, формат зададений владами. Виновито ось этим визначаються і ті люди, що удільники, то, що тут прийшли. Ти, ну, Юр, чому так мало людей? Чому так мало людей? Ну, що, ну, якби проблема солідарності працовних правов, вона ні. Запуженість, у певному сенсі запуженість людей, у певному сенсі миновито... Тобто працовні не прийшли, бо вони бояться стати безпрацовними, так? Безпрацовними, так. І одночасово миновито формальний певний характер подобних мероприємств. Я вирішив, що все ж таки під час ось таких мітингів він заходить. Мы живем у век социальных сеток, интернета. То есть все это значно эффективнее, и худшее, и охоп людей больше. Ось, тому такі мероприятия. Я напоминаю, я прийшов, тому що між собою ж людей поглядеть, своїх поглядеть. Ти бачиш, воно якісь да, як давно ти був на першомайській демонстрації? Ні, на першомайській я не був, певно, вже совєтський часов. Ну, зараз от першомай. Але нічого не нагадує, да, все ж таки трошки міняється ситуація. Усі ми трошки полевели за цей час, тому що розуміння, хто такі працовні люди, і ми розуміємо, що таке партія влади. І це все ж таки достало, не тільки у нас, це і у нас, у всіх країнах СНД робиться, як ці мільярдери, ці гроші куються, заробляються, нас всіх ігнорують, нас звільняють з праці, ми їх хто? Все, і це, і раніше була перспектива, що от потім трошки стане легше, а зараз зрозуміло, що легше не буде вже. Людей і в нечим вже починаєш спочиватися на от цьому. Лівих вже, скажімо так, коли я ставився опозиційно до всього, до цього агресивно навіть, то зараз вже лояльно. До червоних стягов уже лояльно, так? Лояльно. Соціально близькі люди. Уже соціально близькі, так. Це лояльно ставлюся. Юр, ну я думаю, не один такий. Ну і два слова обороні непрацовної в Білорусі. Да не, конечно, яка оборона. Ну просто ніхто і зовуть їх ніяк. Ну просто ніяк. Просто навіть право на працю, як у совєтські часи, воно було записано, воно носило фундаментальний характер. Я мог звернутися, було 10 чоловік, починаючи від участкового там до некого там, до якого мог звернутися і потребувати. Мені улаткували, наприклад, улаткували нормальну працю. Все. Зараз на заводі, участковий мені відведе, мені улаткували. Зараз цього нема. Зараз собі виштурховують, іди куди хочеш. Я скажу так, людей просто вимушають з'їжджати в ніяку еміграцію. От з'їжджайте всі, і все, і не перешкоджайте. І не перешкоджайте остатнім жити. Остатнім. Ну і принаймні ті, що владари, господари життя. Юр, ну а як треба борони свої прави? Віталь, я от до Поплечника і до себе... Ой, слухай! Як борони свої прави все-таки? Пробачте, хлопці. Нас без тебе ні туди, ні сюди. Як борони свої прави? Як борони свої тільки разом. Тому що поки люди чекають з доброго Лукашенку, ну от некого аньола, який прийде, скине Лукашенку і приведе їх до світлого будущего, це тоталітарна свідомість. Поки люди не почнуть бути солідарними, брати відповідальність на себе, долучатися до організованих структур, до того нічого не буде. Коли це буде, коли на наступні акції протесту, коли у Гомелі вийде 20 тисяч, і вони вольються в організовані структури, в БХД, в інші політичні партії, ось тоді ми змінимо владу і працівним стане жити легше. Ну, те ж саме, що я казав. Агресивно до красних стягів червоних усіх, то зараз, ви знаєш, і навіть Віталій вже лояльно. А що робити сюди? Не пустили сюди. Я супроть комуністичного стяга, це злочинство. Ні, я вже трошки лояльно навіть ставлюся. Ну так це жонка. Ні, у певному сенсі так само свої. Я бачу, все ж таки підняли БЧБ стяг. Але за огороджей, конечно, потому что с БЧБ стягами не пускают. Да что там с БЧБ стягами? Активістку партії Наталію Щукіну не пустили за стягом Об'єднаної громадянської партії. Ось, хто піднімає стяг? Василь, можна тебе, коли ласка? Чому ти за огороджей? Це один з намісників партії, Об'єднаної громадянської партії Василь Поляков. І він чомусь знаходиться за огороджей. Тому що мене ображає те, що треба проходити праз такі кордони, праз такі перешкоди. І ми тут не для того, щоб нас принижали, щоб нас ганьбили, а для того, щоб виказати свою
меркавання. А для гэтага не абавязкова ісці ў нейкі закутак, ісці ў загароджу. Василий, скажи, а вот як ты оцениваешь обороненность працоўных правоў, так? Правовая обороненность працоўных, як оцениваешь у Беларуси? Насамрэч, казаць пра абарону правоў працоўных не даводзіцца, таму што тая сістэма кантрактаў, якая існуе, яна пераўтварылася ў рабаўладальніцтва. Як толькі сканчаецца кантракт, наймальнік можа без тлумачэння нейкіх прычынаў зволіць свайго працаўніка, і безумоўна няма ніякіх гарантыяў для таго, каб потым працаўладкавацца, няма гарантыяў для таго, каб атрымаць дастойную дапамогу па беспрацоўі. Василь, аб'яднаная грамадзянская партыя неяк у вас атрымалася няма адзінства ў апазіцыі, так? То есть гэта левыя замаўлялі, зялёныя замаўлялі, а як атрымліваецца, не было еднасці наконт 1 мая, як АГП планавала? Справа ў тым, што мы сумесна рыхтаваліся да 1 траўня, гэта сумеснае мерапрыемства. Іншая справа, што былі розныя фарматы, былі розныя прапановы, але калі дазволілі менавіта тут, мы з гэтым пагадзіліся. Знову рычовка ад Юрія Глушакова. Хутчэй за ўсё, гэта ўжо ёсць заканчэнне мітынга. Пока мы едины, мы непобедимы. Еще раз всех с праздником, всем хорошего праздничного настроения, чтобы на столе было и в семье был мир и покой, и вместе мы добьемся лучшей жизни. Спасибо, митинг закончен. Ну, теперь мы можем выйти и поразмаўляць з людьми, якія знаходзяцца, якія так і не наважились, не захотели не пройти сюды. Агароджу. Я нагадываю, что мы знаходзіліся, што зараз у Гомелі адбыўся мітынг, які прысвечаны міжнароднаму святу салідарнасці працоўных. Спадарыня Наталья, чему вы не трапили на активистка партии АГП Наталья Щукина? Потому что вы у не меня флаг? был флаг нашей партии, которая официально зарегистрирована, и его наличие в моей сумке, хотя я не знала, разверну я его или нет, и меня не пропустили. Ну вот поэтому я стою за оградой. Какие новости хорошие. Ну это неудивительно. Вот там тут человек зарегистрированную газету, которая официально уже находится, это продается в Шапиках, в Минской области. У нас пока это идет по подписке и добровольно. Его тоже не пропустили. А вы скажите, калі ласка, вы ведаете мяне, так, як ставитесь до того, что вот вчора нашего коллегу Евгена Меркіса затрымалі, ОІЧУ змясцілі, бо ён меўся сёння працаваць на гэтым мітынгу. Як лічыце вот это ставленне до журналистов? Чему такое? Ну и до мяне ў тым ліку. Я даже не могу найти, подобрать это слово. Не знаю, я просто, это ужасно, это страшно, это А чому так затято журналисты змагаються з журналистами влады? Очень просто, чтобы не знал народ правду, чтобы вот ящики они понадевали, это вот телевизионный народ, на это самое, на плечи, и ходит с этими ящиками. А вы, это самое, Белсат, радиостанция «Свобода» и другие свободные средства массовой информации до народа доносят. И многие народ уже вместо ящика телевизионного отдают назад на голову, на плечи. Вот и я тут с того когорта или как там. Не знаю, ни белорусской мовы, ни русской. Короче, все тут... Добре, дякую. Ну, у вас ще є можливість вивчити білоруську мову. Я ее... На митинг не працюєте? Нет, я пришел на митинг. Вы працовный? На данный момент безработный. В поисках работы, потому что нету работы сейчас. Сколько вам годов? Мне 35 лет сейчас. 35 годов. У вас есть семья? Ну да, можно так сказать, что есть. Вот. А як даєте ради, як виживаєте? Вот так вот. Я вдовец, у меня 2 детей. Вот. Але у вас нема працы? Да, у меня сейчас работы нету, так как я работал ИП. Вот, 5 лет.
Но потом вот по определенным причинам, поскольку я не мог работать из-за того, что приходилось платить как бы, то есть как бы налоги, налоги, плюс то, что все расходы не оправдывали мой вид деятельности, вот. И мою работу, как бы, плюс ко всему, я на своей работе угробил здоровье свое. Вот. Посему, как бы, мне пришлось постоянное здоровье закрыть вот, ИП свое. Вот. Но вот с тех пор, как бы, я то есть, как-то пытался найти работу, но в Гомеле это практически нереально. Вот. Найти нормально, достойно оплачиваемую работу. То есть не потому, что я не хочу работать, но я не могу, я просто не знаю, как можно идти и работать, скажем, за 2 или за 3 миллиона, и как на эти деньги можно содержать семью. Вот. Шаку сказал: о, Мария, ты приходишь и выступать. И одразу Дрена, иди. Лариса, подскажи. Нет, пока працюю. День добрый, вы на митинг пришли, да? Да. Розповідіть, коли ласка, вот молодой человек, сколько вам годов? 29. Ну, в Гомелі яка ситуація з працевлаштуванням, з працею, з обороненістю? Нету рабочих мест. Дело в том, что ходил в горосполком по вопросу трудоустройства. Они сказали, помогут. Ну, действительно, там через 2 дня позвонили с центра занятости, сказали подходить к ним. К ним пришел, рабочих мест у них нету. Единственное, что могут предложить, это обучение. То есть учебный курс, ну там буквально такое обучение, там сторож 2-го разряда. А вы кто по специальности? Радиомеханик. Радиомеханик. И по специальности открываться вы не можете? Нет, ну тут есть рабочие места, но тут такая зарплата, тут 150 рублей. То есть, ну, смысл как бы в этой работе, они мне предлагают работу за городом, там где-то в районе Большевика. Я живу, допустим, в Западном, в начале Барыкина улицы. То есть мне туда ездить и за 150 рублей за эту зарплату, ну, смысл какой? То есть я половину отдам, и у меня останется тех 70-80 рублей. Смысл какой в этой работе? Это что, работа ради работы просто? Так зачем это нужно вообще? Дякую, дороженькі. Може бути, я ще... На жаль, вельми мало молодих людей прийшло на... Да. Як ви лічите, чому таки мала колькість не отримався мітинг? У відрозненні від маршів недармоєдів. Потому что тогда мы шли от площади Восстания, и там сразу людей было много. То есть сегодня там тоже так собирались и шли, тоже было много присоединилось. А так, кто на ярмарке, кто там он в парке на эстраде. И не было, вот я смотрела и в планшете, нигде ничего, собственно говоря, не профишировали. Мало реклама да. была. Тогда мы перешли тогда на ту сторону, и тогда и сразу быстро собралась молодежь и пошла. А тут многие на даче, наверное, по всему, и по всей видимости, уехали. У кого-то начались огороды, какие-то посадки, что-то еще такое. Вот, и начали заниматься какими-то домашними делами люди, вот, насущными. Да, чтобы как-то вот, выживать, как-то вот так вот. Я, как вот я выживаю за те деньги, которые когда-то мне удалось отложить, когда была ситуация немножко получше экономическая в стране. Вот. Ну, это сейчас... Вот. Я вот, допустим, как бы вот живаю сейчас с родителями, за счет того, что мы с родителями живем вместе. Вот, я получаю пенсию на детей, как бы, и те деньги, которые мне когда-то удалось отложить. Як ми бачимо, ініціянти вже спробують людей. Я мяркую, что это запрашали людей просто разыходиться. Нават люди просто на 1 мая не могут просто стать, поразмовлять на тротуаре. Ну, это просто кажется про то, что влада просто боится, когда люди збираються разом и обмярковывают свои проблемы. Ну что, сёння у Гомелі адбыўся мітинг, присвячений 1 маю, міжнародному дню солідарності працоўных. Гэта было
санкцыянаваны мітынг, але ён быў вельмі... Ну, вот бачите, уважаемые громадяне, разыходзімся, не стоим, больше 3 не забираемся, потому что это все вельмі небяспечна. Вось. Дык вось, вяртаючыся, сёння, напэўна, здесь было чалавек 200, напэўна, так? Я думаю, что, калі улічыць тыя, што стаялі і внутрі, і за агароджай, было 200 чалавек. І ўсяго толькі мітынг замаўляўся. Мітынг быў дазволены толькі на 1 гадзіну, і вельмі багата часу заняла гэты асабісты дагляд міліцыянтамі. Ну, наўмысна, каб скараціць. І так дазволены толькі одна несчастная гадзіна, частку яшчэ з'ел гэты асабісты нагляд. Ну, такі проста здзек над людзьмі. Один только. Я ведаю, что сегодня затрыманы был Виктор Рубцов, у меня такая информация, и Андрей Макаров. Это два активиста. И учора был затрыман Евген Меркис, наш коллега, сябра Белорусской ассоциации журналистов. Его обвинувачивали, нібито он лаявся матюками лаявся там, да. И его завтра хутчэй за все будут судить. Я запрашаю шановную громаду приходить у суд падтрымліваць яго. Ну вось міліцыянты настойліва запрашаюць, прапаноўваюць людям разыходзіцца. Вось. Мы сканчаем нашу онлайн-трансляцию. Дякую, что вы были с нами. И верим, можем, переможем.